Ой, погромче, пожалуйста. Свет Юрійченко, Кримсько-татарське питання. Издание. Вы собрали пресс-конференцию, собрали нас, чтобы поведать увлекательнейшую историю. К чему вы ведете? Вы выдвигаете какие-то требования, либо что-то в этом роде? Спасибо. Какие-то требования? Я вам скажу, мы сейчас выдвигаем, вот у вас в руках это письмо, и мы выдвигаем требования к Соединенным Штатам. Мы ни в коей мере не снимаем вину со Сталина за нашу судьбу. Но, как история показывает, что в этом виноваты и Соединенные Штаты Америки, которые вынуждали тоже Сталина поставить в такое положение «освободи Крым». Так что и они виноваты. И что самое удивительное, вы знаете, вот мы уже вернулись, все страны европейские, Канада помогает нам. Вот там, где я живу, Каменка, смотрите, Канада построила нам там амбулаторию. Норвегия построила маленькую школу. Швейцария провела водопровод. И только Соединенные Штаты, вина которых в нашей судьбе очень велика, ничего не сделали. Поэтому мы написали письмо сейчас вот это вот Обаме. Пусть он извинится, покается, как это когда-то покаялись немцы перед еврейским народом. Признает свою вину и оказывает, как все европейцы, нам помощь. Пожалуйста. Погромче. Какую помощь вы хотите от Соединенных Штатов? Мы не откажемся ни от любой помощи. Мы живем без дорог, без света. 100 тысяч населения еще не может переехать из Узбекистана, из мест ссылки. Украина, вы понимаете, Украина слабая экономически, она не может, мы ее обвинять не можем, потому что она сама еле, сами знаете, да? Поэтому европейские государства через программу вот эту ПРООН, они помогают. Пусть и Америка подключается к этому. Богатая страна, ее вина очень немалая в этом деле. Пусть помогает. А извинения какие? Что-что? Извинения какие-то публичные вы хотите? Публичные, конечно, публичные. Как вы это видите? Международно. Пусть делает заявление какое-то. Пусть сами думают. Понимаете? Не нам решать, как они будут извиняться. Если скажут шепотом нам, мы об этом скажем громко вам. А вы уже отправили это письмо в Америку? Да, вчера отправили. А ответ какой-то еще не пришел? Нет, мы только вчера отправили. Если будет ответ, я вас уверяю, мы сразу вас соберем. А вы думаете, будет ответ? А? Вы думаете, будет ответ? А вы знаете, сначала не будет, но мы добьемся ответа. Каким образом? Каким образом? Мы можем собирать письма, обращаться в Организацию Объединенных Наций с этим вопросом. Мы можем собрать сегодня 150 тысяч подписей под письмом к Обаме, если он на это письмо не отреагирует. Мы можем перед посольством американским выйти и потом, я вас уверяю, это письмо вы нам поможете, журналисты, чтобы знали люди. И когда создастся общественное мнение, они никуда не денутся. Спасибо.